Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Праздник тех, кто лечит и спасает. Глава Чеченской Республики поздравил врачей и всех причастных с Днем медицинского работника. Путевка в Умру и награда от Всевышнего. В Грозном прошел масштабный конкурс чтецов Корана. В Урус-Мартане открыли физкультурно-спортивный комплекс. Он станет новым центром притяжения активной молодежи. Личное внимание и поддержка нашего национального лидера, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова позволили реализовать этот проект. В Грозном прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В празднике принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он поблагодарил врачей за их самоотверженный труд и преданность делу, подчеркнув особую значимость их профессии. Перед началом церемонии глава Чеченской Республики осмотрел новые автомобили скорой помощи, в том числе современный реанимобиль, приобретенный для республиканской станции скорой медицинской помощи. С приветственным словом выступил министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. Он отметил, что за прошлый год удалось добиться значимых результатов, снизить младенческую смертность на 10% и увеличить среднюю продолжительность жизни. Рамзан Ахматович, благодарю вас за постоянное внимание и неоценимую поддержку развития здравоохранения в республике. Благодаря вашей инициативе и помощи регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далазов облдольцем за последние несколько лет построено и реконструировано 43 объекта здравоохранения. В настоящее время ведется строительство еще 5 объектов, которые будут сданы в эксплуатацию до конца года. Приобретено более 4000 единиц оборудования, активно внедряются инновационные технологии. Ваше признание нашей работы – важный стимул для дальнейшего движения вперед. Хочу отметить, что под вашим руководством правительство Чеченской Республики создает достойные условия для работы медицинских работников, повышает заработную плату, обеспечивает жильем и развивает возможности для профессионального роста и повышения квалификации. Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный труд и преданность делу, подчеркнув особую значимость их профессии для благополучия общества. Далее состоялось вручение государственных наград. В соответствии с указом президента Российской Федерации почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» были удостоены Джамиля Алиева и Хасан Бацыгов. За выдающиеся заслуги и преданность своему делу орденом Кадырова награждены Мурад Ламхаев, Тамирлан Тазабаев и Рухман Бартиев. Также вручены медали и почетные грамоты главы Чеченской Республики, отличившимся сотрудникам здравоохранения. Эти эмоции, которые нельзя просто так передать, потому что эта награда является высшей наградой нашей республики. Орден Кадырова, он как награда, он еще возлагает на человека определенную ответственность, которую он должен нести, будучи кавалером этой награды. Мероприятие завершилось концертной программой. Хава Ахмадова, Саид Амин Ибрагимов, Ибрагим Патаев. Неделя. В зону проведения СВО отправили очередную партию автомобилей. Их закупили представители семьи Айдамировых. Начальник тыла МВД по Чеченской Республике Данилбек Айдамиров совместно с заместителем министра МВД по Чеченской Республике, начальником полиции Дени Айдамировым предоставили 15 новых внедорожников, среди которых 5 автомобилей Нива и 10 УАЗов. Перед отправкой их осмотрел Рамзан Хаджи Кадыров. Чеченский лидер поблагодарил за значительный вклад в приближение победы. В Грозном прошел 5-й республиканский конкурс по чтению священного Корана «Икро». В нем приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 13 до 40 лет. Больше 50 конкурсантов боролись за звание лучшего чтеца Корана. Главный приз – путевка в Умру. О том, как прошел конкурс, подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Республиканский конкурс по чтению священного Корана «Икро» в этом году собрал большое количество участников. Самые первые уже прошли регистрацию и с нетерпением ждут начала. Milladal Jauhar, Milladal Astin stagan duqdiyashtul homa stagu larda. Ilardar daht ekim khilaq yestag.
Конкурс проходит в 2 разных залах для мужчин и женщин. Участвовать могут все в возрасте от 13 до 40 лет. Каждый участник берет билет, где отмечена определенная страница из Корана, которую они должны прочесть. В числе жюри опытные знатоки священного писания. Главный критерий оценки – правильность и красота чтения. Как отмечает жюри, в этом году им особенно тяжело выбрать лучших из-за большой конкуренции. конкурс خارجا بر جورينا دائما خلق الشتون دعشة كونكورنسي جوخل قشر بحكن بولشان يقع إشتا يعني يقع أخبار برازني تيوتش قباش خليوتش قمتكش دايسيق يش حل خل أو تعرنا تخي مخلة تخي لا تلوتش دولو ملخو غلط لا تلوتش أستحى هما بوخت دي تخيرش إشت خارجا بوخه دلاحة أتم تخل إز تخي دلش تقدم دوخت. Конкурс проводится в регионе уже в 5-й раз. Организовывает его благотворительный фонд «Даймох» совместно с Духовным управлением мусульман Чеченской Республики при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями региона. Всего было подано больше 100 заявок. Перед началом конкурса был проведен отборочный этап. Всего в заключительном этапе больше 50 конкурсантов. Сейчас жюри подводит итоги, а участники замерли в ожидании результатов. В регионе предоставлены все условия для изучения религии, исламские вузы, школы хафизов и медресе. Все это благодаря поддержке главы региона Рамзана Хаджикадырова, отмечают известные богословы. وسميني ولا كتر ألسم خرج يسحن حتحني مكي دعوة ويشدات ومحكة وعلم عمل شولا وقر تل universitet شولش institut شولش حجر شولش خزديسن جو نوچني ريولوسي وستاري يوش علما أغوان حارة جو حبوش بركتي بوه ومحكة ديل رئيس كده رمزان حاجين دال ديك أسبيقا بولسن دال قرآن أهلن خدمة ده В торжественный момент звучат имена победителей конкурса. Первым среди мужчин стал Муслим Абубакаров, а среди женщин Раяна Хасханова. Они получили главный приз – путевки в Умру. قوقشران شوحة أو كونكورس وقوسمو خزنيسن أو بيتل قحيجة قدعة قوتيح قحيجة سونا خزنيسن متواتي اللير حاج داخل واتو إن شاء الله خزنيسن وغلاء شو. Сначала хасхайтер айс халгар мехтигяхан. Для меня это было очень неожиданно. Радован шараха. Цаа мехтиг цаях калар сюг айс хугалачдина. Цаат я болга бина. Хок шараха ишт халгар мехтиг. Призеры получили денежные вознаграждения. За второе место 50 тысяч рублей, а за третье 30 тысяч. Еще одним сюрпризом стал розыгрыш путевок на Умру. Хумид Тутаев участвовал в конкурсе 5 раз. Хоть он и не стал победителем, но по воле Всевышнего ему выпала путевка в Малый хадж. وزال شعبه وديق شوش نقها اشت ارسمة تعال случайно تأخيرا تون بوتو كريوش اشت يوم در يوم ديل قنيدم جوا إسون السلير إذا وما ديل قنيدم سوء درجية. Также спонсоры конкурса подготовили подарки и денежные призы каждому участнику. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. Поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции, и их семей – задача, которую выполняет фонд «Защитники Отечества». За 2 года работы в Чеченской Республике к его сотрудникам обратились почти 15 тысяч человек. В Грозном на этой неделе состоялось торжественное мероприятие, посвященное годовщине создания фонда. Участники почтили память героев, вспомнили о проделанной работе и поблагодарили тех, кто ежедневно помогает защитникам. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
Без помощи не остается никто. С момента открытия в нашей республике фонда «Защитники Отечества» обратились почти 15 тысяч человек. Прибывая на торжественное мероприятие в честь 2-летия фонда, председатель правительства Магомед Даудов знакомится с выставкой, на которой представлены фотографии и биографии бойцов, участвующих в СВО. Открывая мероприятие, руководитель фонда Алихан Инаркаев благодарит главу Чеченской республики Рамзана Хаджи Кадырова за постоянное внимание в адрес бойцов и их семей. Рамзан Ахматович, ваш вклад в дело защитников государства невозможно переоценить. 2 года назад глава государства поставил перед нами важную задачу – поддержать, окружить заботой защитников Отечества и их близких. За этот период многое удалось достичь. Гордимся тем, что делаем их жизнь лучше. Магомед Даудов отмечает неоценимый вклад регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Региональный общественный фонд направил на нужды специальной военной операции к поддержке участников СВО более 40 миллиардов рублей. За это время закуплено более 2500 единиц автотранспорта, включая 290 бронированных машин, что укрепило мобильность и безопасность наших бойцов. Передано около 13 тысяч квадрокоптеров, почти 33 тысячи средств связи, более 112 тысяч комплектов военной формы и другое военное имущество. В зону боевых действий и освобожденной территории направлено 27 735 тонн гуманитарной помощи. Всем участникам СВО и их семьям регулярно оказывается материальная помощь. Также региональный общественный фонд выделяет по 1 миллиону рублей семьям погибших участников СВО. Важно, что за всем этим огромная работа. Огромная работа, проводимая Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам и их семьям в решении большого количества вопросов, даже в получении психологической помощи, что особенно важно после возвращения с зоны проведения боевых действий. Фонд оказывает комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Мы оказываем содействие в решении возникающих вопросов наших подопечных, военнослужащих, их семей. Чаще всего к нам обращаются за помощью, чтобы мы посодействовали в получении удостоверений, выплат, за юридической, психологической помощью, медицинской помощью. Инвалидам СВО мы оказываем содействие в адаптации жилья под нужды инвалидов, в получении технических средств реабилитации. Иногда сотрудники фонда сами звонят бойцам и интересуются, нужна ли им какая-нибудь помощь. А для детей бойцов устраивают праздничные мероприятия. Отличившихся сотрудников фонда в честь 2-летия наградили благодарственными письмами главы Чеченской республики, а для бойцов и членов их семей организовали концертную программу. Шамиль Эрсанбиев, Сайдами Ибрагимов, Асхаб Керимов. Неделя. В Чеченской республике продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Во вторник в городе Урус-Мартан состоялось открытие нового физкультурно-спортивного комплекса, который станет центром притяжения для молодежи и любителей активного образа жизни. В торжественном мероприятии принял участие министр по физической культуре и спорту республики Ахмат Кадыров. Хава Айдамирова расскажет подробно. Просторные тренажерные залы, современные площадки для универсальных видов спорта, раздевалки и все необходимые условия. Объект полностью соответствует актуальным требованиям и уже готов принять первых посетителей. Открытие комплекса началось с приветственного выступления главы Урус-Мартановского муниципального района Шамиля Куцаева. Он подчеркнул, что появление такого центра – это значимый шаг для жителей района. Особенно для молодежи, которая получит возможность заниматься спортом в современных условиях. И все это благодаря всесторонней поддержке главы республики Рамзана Хаджи Кадырова.
строительный мусор, шметкеркер метк, шейкал дагдацк, ойлистеркер. Тана ой пач беркат, ама даже неац. خزل الواج إيش وين باتش ديوز لا وهلا وين منيستر سبورت ولا أمدس كل زدانين حيلا وين هو كل زداني بشوات إيه جرج بلغ متجاه قوة أما ديرز ورون ميلاد الليل رشادينجي هو أما دجنيا بيرت كدو هو باتش بيرت كدو. В рамках церемонии глава района вручил министру физической культуры и спорта региона Ахмату Кадырову медаль за заслуги перед Урус-Мартановским районом. Создание подобных объектов – это результат системной поддержки спорта в республике и реализации задач, поставленных на федеральном уровне, отмечает Ахмат Кадыров в своем выступлении. Сегодня знаковый день для нашего города. Мы открываем современный физкультурно-спортивный комплекс, который станет новым центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни. Объект построен в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Его площадь составляет 1200 квадратных метров. Этот комплекс инвестиций в будущее наших детей, здоровья нации, воспитание новых чемпионов. Здесь созданы условия для занятия борьбой, боксом, игровыми видами спорта, а также для проведения соревнований регионального уровня. Личное внимание и поддержка нашего национального лидера, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова позволили реализовать этот проект. После официальной части гости осмотрели комплекс. Физкультурно-спортивный комплекс возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Объект рассчитан на проведение как спортивных мероприятий, так и регулярных тренировок по универсальным видам спорта. Хава Айдамирова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. В архивное управление Чеченской Республики переданы более 300 уникальных исторических документов, собранных при содействии Академии наук и парламента Чеченской Республики. Среди них сведения о выдающихся личностях чеченской истории, таких как Байсангур Биноевский и Таймасха Гихинская. Архивные материалы поступили из разных регионов России. Часть была получена при финансовой поддержке Союза писателей Чеченской Республики. Эти поступления существенно пополнят собрание историко-культурного наследия республики. Наши ведомства, Академия наук Республики, другие наши историки приняли активное участие по сбору материалов, информации, касающейся нашей истории. Также решили не остаться в стороне и мы, депутаты парламента, мы от руководства парламента при помощи архивного управления, составляя грамотные документы, отправляли запросы в наши архивы нашей страны. И за что им большая благодарность, они пошли нам навстречу и предоставили нам документы, которые имеют огромное историческое значение. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Во всех районах раздали 41 тысячу кур и 123 тысячи буханок хлеба. Помощь получили те, кто больше всех в ней нуждался. Жители выразили благодарность за постоянное внимание и заботу. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.